эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутии число безработных уменьшилось. Более 25 тысяч человек зарегистрировано официально. Программа «Профсоюзный плюс» заработала в Ленске. Карта дает право на получение скидок при оплате товаров и услуг. День коневода табунщика отмечают сегодня в республике. Число безработных снизилось на 0,7% с начала этого года в Якутии. Официально зарегистрированных более 25 тысяч человек. Востребованными на рынке труда остаются специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, строительства, здравоохранения и социальных услуг. Также потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, составила более 9,5 тысяч вакансий. Отмечается, что для снижения численности безработных граждан еженедельно проводятся онлайн-ярмарки вакансий, где соискатели могут пройти собеседование и проконсультироваться по вопросам трудоустройства. 30 случаев коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. На Якутск приходится 20 случаев. В Мирнинском районе зарегистрировано 3 инфицированных. По 2 заболевших обнаружили в Мегино-Кангаласском и Аймиконском районах. А в Алданском, Вилюйском и Чурапчинском районах по 1 случаю. За сутки лаборатории республики провели 1998 исследований. Большинство регионов России не ждет весной проблем из-за паводка. Об этом сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам, точный прогноз станет известен в конце марта. Дальний Восток и Сибирь себя проявят только к концу мая. Об этих территориях говорить также рано. На северо-западе страны снегозапасы больших опасений не вызывают. Однако Дмитрий Кириллов предупредил, что при резком потеплении начнется массовое таяние снега. И если к этому прибавятся еще и дожди, возможны проблемы. Об этом можно предсказать максимум за 10 дней. К другим темам. В Якутске ограничат движение по улице Ильминская с 22 марта. Перекрытие связано с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления на участке от улицы Макаренко до Лонгинова. Автобусные маршруты номер 15, 25 и 41 будут осуществлять движение по улице Винокурова. Программа «Профсоюзный плюс» заработала в Ленске. К ней присоединились новые партнеры. При покупке товаров или заказе услуг членов профсоюза ожидают скидки. А весной члены профсоюза «Профалмаз» на всех площадках получат новые дисконтные карты. Какими льготами они еще пользуются, расскажет Марина Крутихина. В магазине с детскими товарами Маргарита выбирает подарок своим дочерям. Расплатилась за покупку единой подарочной картой. Ее вручают членам профсоюза «Алмаздуртранса» на праздники или за победу в конкурсах. Это достойная альтернатива традиционным подаркам, считает ленчанка. Профалмаз внедрил программу 2 года назад. Единую подарочную карту номиналом от 500 до 10 тысяч рублей может получить каждый профсоюзный активист. Это универсальный подарочный сертификат, который принимают к оплате партнеры программы «Профсоюзный плюс». Разнообразие с появлением подарочных карт намного увеличилось, потому что если раньше было несколько магазинов, которые была, у нас была раньше просто скидка, то есть по профсоюзной карте была скидка 5%, где как, в зависимости от магазинов. То есть, а теперь мало того скидка, так еще и можно рассчитаться подарочными картами. Профсоюз «Алроса» сотрудничает с предпринимателями с 2015 года. Программа «Профсоюзный плюс» работает во всех городах Алмазной провинции. Всего у программы 102 партнера. 47 в Мирном, 26 в Айхале, 15 в Удачном и 14 в Ленске. Сотрудничество взаимовыгодное. При покупке товаров или заказе услуг членов профсоюза ожидает приятный бонус – скидки от 3 до 15%. С 1 апреля будут внесены изменения. Ранее члены профсоюза могли получить скидку в магазинах наших партнеров с помощью предъявления профсоюзного билета, то теперь, чтобы воспользоваться данной скидкой, необходимо будет предъявить специальную дисконтную карту. Всего на сегодня мы изготовили 28 тысяч дисконтных карт. Дисконтная карта будет распространяться через первичные профсоюзные организации и профсоюзы «Профалмаз» и выдаваться только членам профсоюза. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
День коневода-табунщика празднуют сегодня в Якутии. Он был учрежден в 2016 году. Глава региона Айсан Николаев поздравил якутян, трудящихся в сфере коневодства, с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что табунное коневодство по праву занимает особое место среди традиционных отраслей сельского хозяйства Якутии. А материальная и духовная культура народа Саха всецело связана с культом лошади. В настоящее время в коневодческих хозяйствах республики трудятся 1650 коневодов-табунщиков. Благодаря учебным центрам более 200 человек прошли обучение и получили свидетельство коневода-табунщика. Молодое поколение коневодов республики достойно продолжает дело, заложенное ветеранами отрасли, говорится в сообщении. Образовательный форум «Профскиллс» для молодых педагогов республики состоялся в Якутском колледже связи и энергетики имени Петра Дудкина. Участие в нем приняли молодые педагоги и преподаватели из Якутска, его пригородов, а также Намского и Хангаласского районов. Участники защитили проекты, разработанные в командах, а эксперты форума оценили актуальность, креативность и широкое применение проектов молодых специалистов. Суть ассоциации – это консолидация молодых преподавателей, профессиональных образовательных организаций, чтобы они видели друг друга, знали и контактировали. Эти проекты они должны дать новые идеи, новые направления для общего стратегии развития системы среднего профобразования Республики Саха-Якутия. Менее 3 месяцев остается до государственной итоговой аттестации в 11 классах. В этом году выпускников ждут существенные изменения. О том, как пройдут экзамены и можно ли еще успеть изменить выбранные для сдачи предметы ЕГЭ и сроки, смотрите в сюжете далее. Такие двери открываются перед нынешними выпускниками. В этом году учеников 9 и 11 классов ждет экзамен в разных формах. Это привычный нам ЕГЭ для поступающих в учебные заведения или экзаменационная работа для выпускников по русскому языку и математике для получения аттестата. В этом году 9 классы будут сдавать обязательно 2 предмета. Это русский язык, математика, и 1 предмет по выбору остается как контрольная работа. А в 11 классе самым обязательным предметом остается русский язык. А математику профильную сдают те ребята, которые поступают в технические вузы. Те ребята, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, они могут написать 2 экзамена. Это математика и русский язык в форме ГВ. Государственный выпускной экзамен. Уже не первый год к сдаче единых государственных экзаменов надо получить допуск. Это так называемый зачет по итоговому сочинению. Сочинение в этом году выпускники напишут уже 15 апреля. Это как допуск к экзаменам в 9 классе. В 11 классе это итоговое сочинение они пишут. В апреле в этом году изменения как раз. А в ОГЭ они уже сдали все итоговые собеседования успешно. Получение высшего образования перестало быть гарантией пропуска в лучшую жизнь. Многие вместо обучения в вузе предпочитают получить специальность, которая может пригодиться в жизни, и идут в колледжи или техникумы. Однако некоторые выпускники относятся к единому госэкзамену не как к испытанию, а как к отличной возможности проявить себя. Отношусь к единому государственному экзамену отлично, потому что как житель периферии, республики, это отличная возможность для меня поступить в центр вуз. Единый госэкзамен легче, и лучше, соответственно, потому что подготовиться гораздо проще, есть какой-то реестр заданий. А сами родители придерживаются другого мнения. Как они учатся, они чисто заучивают ответы на тесты, тестирование. Вот и выходит, что споры вокруг этого вопроса утихнут еще не скоро. Однако главного мы отрицать не можем. Вынужденная отмена в школах экзаменов для 9 классов и частично для 11 показала правильность данного решения в условиях пандемии. Это не только снизило эпидемиологическую опасность, но и избавило значительную часть выпускников от лишнего стресса и проверок. Тем более, что изменить знания учеников независимо от результата экзаменов уже не получится. Надежда Саханская, Георгий Григорьев. Специально для канала «Якутия-24». 15 тысяч цветов посадят в Алекминске в этом году. Так проходит подготовка к ИСЭХу Аланхо. Рабочая группа по озеленению определила основные зоны посадки цветов и растений. Также обозначили цветовую гамму по сортам цветов для создания композиций. Отмечается, что часть рассады уже посадили, и она должна взойти к 20 июня этого года.
Рэп и хип-хоп-исполнитель из Якутии Дагба Бадиев ворвался в музыкальный хит-парад страны с треком «Крузак-200». Вместе с родным братом Дабой он переехал в Петербург из Нерюнгри менее года назад. Как создавался топовый трек и как продвигается работа якутян в культурной столице, расскажет Айсена Бурнашова. Летит крузак 200, позади крики басоты, снова палит на что-то. Клип Бадиева на новый трек «Крузак-200» набирает обороты. Артист выложил в сеть видео около недели назад. Ролик тут же стал вирусным. На разных YouTube-каналах суммарно он уже набрал более 1 миллиона просмотров. Пацаны в теме, тут не забывай, не забывай, не забывай. В детстве у всех была мечта о большом крутом черном джипе. Все пацаны, я думаю, мечтали с детства о нем. И мы подумали, почему это не перевоплотить идею в трек, и чтобы уже люди под трек мечтали о таком джипе и стремились, типа, чтобы его получить. Композиция покоряет и российские чарты. 49-я позиция в Apple Music, топ-200 в Shazam. Трек разрывает и Spotify. ВКонтакте Крузак Бадиева и вовсе на 2-м месте, обогнав песни известных российских исполнителей. Насчет трека «Крузак-200», он создался очень легко и быстро, я так скажу. За 2-3 дня мы его создали. У нас есть свой битмарь, это звукоинженер, да? Саунд-продюсер Дмитрий Мунчик с Иркутска. И также, в принципе, остальные, это все близкие друзья с Нерюнгри. Мы вместе все сюда приехали и всех своих подтянули в Санкт-Петербург. Дагба создает текста и звучание, за аранжировку и инструментал отвечает команда. Всего в ней работает 10 человек. Недавно ребята подписали контракт с лейблом Rhymes Music. Дела идут в гору, делится музыкант. Всего же у Дагбы Бадиева насчитывается более 20 песен. «Самурай», «Чудеса», «Нелегко» – эти треки мог слышать каждый. В рэпе Бадиев уже 6 лет. Свое творчество музыкант называет простым и понятным для всех. Изучали всю эту систему музыки, учились петь. Брат также занимался вокалом. У него была своя группа в Нерюнгри. Он преподавал, так скажем. И в то же время учил меня петь. Впереди у Бадиева выступление в Москве. В планах выпуск альбома. Дагба и его команда также не против поработать и с якутскими исполнителями. Не исключено, что следующий трек будет в этностилистике. Всем привет! Это братья Бадиевы. Мы самый большой привет хотели передать нашей маме. Мамуль, привет, любим, скучаем. И также мы хотели бы передать привет Якутии, Бурятии. Это наши дома, наши люди там тоже живут. Всем огромный привет, всех мы любим. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Санкт-Петербург. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски.